Очень давно ждали эту площадку, вот наконец-то установили его. На покупку этих качелей, горки и карусели собирали деньги всем поселкам, рассказывает Ландыш, по программе самообложения еще в прошлом году. Мы собирали по 200 рублей с каждого члена семьи. Ну, ждали долго, да. Установили только этим летом. Оборудование Мемдельское сельское поселение приобрело в октябре 2017-го. Так оно и лежало. Счетная палата посчитала, инвентарь 200 тысяч рублей простаивать не должен. Зимой не могли его установить. Весной там были талые воды. Хотели сперва сделать благоустройство и его межевать. В конце определили, что это место выходит за чертой населенного пункта. Но все равно по опросу жителей мы его установили уже. Детскую площадку все же установили, но выбранное место смущает жителей. Ведь рядом дорога, где постоянно ездит машина, а буквально в нескольких метрах растет ядовитый борщевик. Теперь в поселении должны заплатить штраф за простой. Альдермыш. Это уже следующая остановка в маршруте аудиторов – скотомогильник и биотермическая яма. Проверяющий проник сюда без труда, хотя территория должна быть ограждена. Выявил он и финансовые нарушения. Исполкому района выплачено подрядчику 227 тысяч рублей за невыполненные работы по ремонту биотермических ям и скотомогильников на территории сельских поселений района. Они, когда приезжают же, видят то, что, допустим, каркас есть, а забора нету, профлиста нету, да? По факту-то он был, и фотоматериалы подтверждают то, что он на самом деле стоял. Я же вот еще раз повторюсь, так как они находятся в отдаленности и повседневного присмотра как бы за ними нету, есть такие факты кражи. До конца сентября замечания все же должны устранить. Обещали найти кабинеты для медицинского оборудования. Комплекс для проведения осмотров школьников стоимостью 300 тысяч рублей оказался не востребован, говорится в отчете счетной палаты. У нас и ставки, в общем-то, и нету медицинского персонала в учреждениях образования. Будет медкабинет, скажем так, для того, чтобы любой там фельдшер с ЦРБ мог приехать и посмотреть больного. В общей сложности счетная палата проверила расходование 2,5 миллиардов рублей. Нарушения и недостатки на 69 миллионов. По сообщению аудитора Сергея Колодникова, нарушения почти на 30 миллионов рублей допущены райисполкомом при исполнении бюджета. Есть они в распоряжении муниципальной собственностью. По фактам грубых нарушений бухучета 5 протоколов составили в отношении должностных лиц. Ближайшая проверка бюджетных денег ждет Мамадышский и Нижнекамский районы. Анна Городнова, Андерсен Тальцев, ТНВ, Высокогорский район, Казань.